Здравствуйте. В Компермятском округе состоялось уже традиционное выездное заседание правительства Пермского края. И у нас в гостях губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Один из вопросов был посвящен инвестиционному потенциалу Компермятского округа. При этом, как мы знаем, вы посетили ряд местных предприятий. Как вы оцениваете инвестиционный потенциал округа, перспективы развития предприятий и какие важные решения были приняты в рамках совещания? Давайте начнем с того, что, к сожалению, по тем или иным причинам в Коми-Пермякском округе не располагается крупных производственных предприятий. И естественно, что вопросы занятости населения, местного населения, он имеет для нас ключевое значение. Сейчас в округе и безработица в связи с этим несколько выше, чем в среднем по региону. Но в то же самое время мы видим определенные перспективы развития производства. 19 примерно инвестиционных проектов реализуются на территориях округа. Общий объем инвестиций более 650 миллионов рублей. Но к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что для того, чтобы привлекать инвестиции, для того, чтобы эти инвестиции помогали создавать и рабочие места, и производство, и увеличивать налогооблагаемую базу, необходимо, в общем-то, создать такой паспорт, инвестиционный паспорт территории. В прошлом году такой паспорт был создан по Нытве. Сейчас 11 территорий, в том числе территории Коми-Пермякского округа, тоже имеют соответствующие инвестиционные профиля. И мы видим потенциал, куда можно инвестировать на сумму более чем 6 миллиардов рублей, то есть примерно в 10 раз больше. Дальше с этими проектами мы обращаемся к инвесторам, и не только местным предприятиям, но и инвесторам, которые у нас и в центральной части России, и в Перми находятся. В частности, мы видим потенциал традиционно по деревообработке. Сегодня, кстати, были на предприятии, которые сравнительно недавно запущены по производству шпона. Мы сегодня были на мебельном производстве, причем замечательно, что наши предприниматели из Кудымкара, они продают свою продукцию фактически по всему краю, и дальше они настроены на развитие. Все эти проекты, они подпитываются поддержкой со стороны региона, это и субсидирование на возврат сумм по приобретению оборудования, это и льготные налоги, это субсидирование процентной ставки. Всем этим мы будем заниматься. Ориентировал сегодня глав местного самоуправления на то, чтобы вот этот паспорт инвестиционного проекта, он был представлен местным предпринимателям. Дальше мы в ближайшее время открываем в Перми дом предпринимателя, где будут сосредоточены все основные наши институты развития, так называемые, это агентство инвестиционного развития, это мой бизнес, это и, значит, агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства. И дальше главы, и мы это очень хотим, чтобы они привозили местный бизнес, и мы им рассказывали, как мы можем им помогать в развитии. Что еще очень меня обрадовало, это то, что в округе стало развиваться сельское хозяйство. Мы сегодня были на хозяйстве, где, собственно говоря, реализуются проекты по строительству новых ферм. И самое главное, предприятие не останавливается на достигнутом, предприятие говорит о том, что им нужны кредиты для того, чтобы, в общем-то, все дальше и дальше строить коровники. И мы говорим, что потенциал региона – это, в общем-то, развитие крупного рогатого скота и производство молока и переработка молока. Были сегодня на предприятиях по переработке продукции. Недавно созданная сыроварня. В общем-то, развитие цеха по переработке мяса. Дальше есть планы на то, чтобы, в общем-то, коми-пермякская кухня у нас появилась не только в местных магазинах, но и в Перми. И такая небольшая такая изюминка, но в Перми пора создавать ресторан коми-пермякской кухни, чтобы приглашать туда гостей. Я шучу, я не хочу приглашать, и говорю, не хочу приглашать гостей в рестораны итальянской кухни в Перми, я хочу приглашать гостей краевой столицы и Пермского края в ресторан коми-пермякской кухни. Второй вопрос касался развития туризма. Был ли намечен вектор развития этого направления в Коми-Пермякском округе? И какие меры поддержки будут оказаны? Что касаемо туризма, то мы ставим перед собой амбициозную задачу, чтобы увеличить турпоток, территорию края в 2 раза в ближайшие годы. И для этого сейчас реализуется, собственно говоря, программа по развитию туризма.
Мы понимаем, что у нас есть потенциал, это наши природные богатства, это красоты, это культура, это наши культурные мероприятия, фестивали, много-много еще чего, что можно показывать людям, которые пожелают сюда приехать. И самое главное, там, остаться, не просто приехать там на один день, а переночевать, а сходить, действительно попробовать местную национальную колоритную кухню, познакомиться с культурным каким-то мероприятием. Что нужно сделать? Нужно, конечно, создавать инфраструктуру. Для этого мы сейчас ввели в регионе меры поддержки бизнеса, который занимается развитием туризма. Это возможность субсидий на то, чтобы приобретать и такие легковозводимые конструкции в виде гостиничных, глэмпинги называются. Это создание гостиниц, это создание, по сути дела, опять же, кулинарных каких-то, значит, производств и ремесленных производств. Сегодня мы были в селе Архангельское, где с помощью краевой поддержки мы, в общем-то, создаем такой кластер, культурный кластер, где на базе сельского дома культуры будет развиваться и ремесленная мастерская. В ноябре коллеги мне обещают, что в селе будет создано и оборудовано целое помещение под ремесленные мастерские. А это все наша культура, и я считаю, что у нас есть все шансы для того, чтобы люди обратили внимание, жители России, не только России, обратили внимание на нас, как не только на промышленный регион, а как регион, который имеет еще и потенциал для туризма. Что касаемо округа, то 2% всего турпотока от общего краевого, 25 примерно тысяч туристов недопустимо мало. Недопустимо мало, и поэтому наша задача прямо поставить акценты на территорию для того, чтобы люди приезжали и в Пишнигород, и в Архангельское, и в сам Кудымкар, и много-много еще замечательных мест посетили, полюбовались и природой, попробовали местную кухню, насладились постановками замечательного нашего театра Кудымкарского, ну и так далее. Дмитрий Николаевич, проверили ход реализации нацпроектов. Как они помогают развиваться территориям? Вы остались довольны увиденным? Что касается национальных проектов, то действительно это очень ценная инициатива нашего президента, которая позволяет развивать и небольшие населенные пункты, поскольку вот 13 национальных проектов, Пермский край участвует во всех этих проектах, 44 региональных проектов развития национальных приняты. Сумма в этом году 13,5 миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма. Это и дворы, это и дороги, это и объекты социальной инфраструктуры. Вот сегодня, опять же, смотрел, как реализуется строительство тех или иных социально значимых объектов для округа. Ну, вот давайте мы будем перечислять. Школа в Качево. Завершили, слава богу, сдали, не без проблем, но задача была вот за этот год, опять же, перестроить строительный блок. Это моя была, значит, основная такая ключевая для себя задача. Получается, школу сдали. Дальше, что касается того же самого Качева, то мы вместе с компанией «Газпром», это не в рамках национальных проектов, но это тоже улучшение качества жизни населения, это газификация. Мы будем тянуть дальше газ на северные территории Коми-Пермяцкого округа. Будем развивать газификацию в том же самом Кудымкаре, о чем мы, в общем-то, прошлым летом анонсировали. Завершается степень готовности 99% детский сад в Юрле. Ключевая задача – завершить вот такой известный долгострой, как поликлиника в Юрле. С 2004 года строительство ведется. Задача в этом году – наконец-то объект сдать. Проинспектировали здание, новое здание, переоборудованное второй школой в Кудымкаре. Замечательно, детишки учатся, и это мне очень порадовало и понравилось. Сейчас завершается строительство детской поликлиники в Кудымкаре. В 2022 году, я уверен, обязательно мы сдадим хирургический корпус. Вот можно и дальше перечислять. Все это для чего? Для того, чтобы жители, которые живут конкретно на местах, почувствовали улучшение жизни, и они понимали, что у нас есть будущее. И, безусловно, они имеют право на достойную жизнь. А наша задача сделать так, чтобы вот они не задумывались, как им ходить в больницу, чем им топить дом. Все это должна обеспечить им власть. Вы остались довольны увиденным.
Есть над чем работать, есть куда еще стремиться. Говоря о тех же самых дорогах, всех ям мы за один день и за один год не заделаем, но мы уверенно смотрим в будущее, понимаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы с каждым годом жители чувствовали улучшение. В рамках рабочего визита какие поручения вы дали главам и руководителям профильных министерств? Касались ли они предупреждения паводковой и пожароопасной обстановки на территории Коми-Пермяцкого округа? Конечно, мы сегодня находимся в таком пиковом периоде начала паводка. И сегодня работали вместе с МЧС, и у нас была вчера комиссия по предотвращению чрезвычайной ситуации. И в регионе идут учения МЧС. Традиционно в зоне риска по паводкам территории Коми-Пермяцкого округа в прошлом году я был в Серебрянке, которая, к сожалению, была затоплена, и действительно люди пострадали, надо было оказывать соответствующую помощь, и эта помощь была доведена до людей. Сейчас риски мы видим, но самое главное, о чем я сегодня говорил, и по паводкам, и по противопожарным каким-то мероприятиям, поскольку весной мы понимаем травяные пожары и так далее, это, в общем-то, надо перебдеть лучше. То есть максимально запас прочности. В регионе мы принципиально решили, что создан соответствующий резервный фонд 400 миллионов рублей на случай, если там предвидится, не дай бог, какие-то расходы по ликвидации или предотвращению чрезвычайной ситуации. Главам нужно, конечно, и сегодня мы обсуждали, обеспечить и пункты временного нахождения людей, и должна быть мобилизована соответствующая техника. В общем-то, мы готовы дальше смотреть, как нам улучшать гидротехнические сооружения, в том числе по Кудымкару. Помню прекрасно 2016 год, к сожалению, да, и паводок, который, значит, частный сектор Кудымкара настиг. Вот все эти мероприятия по гидротехническим сооружениям в будущем позволяет избежать вот сложностей для людей. Поэтому главы, поскольку они на местах, они должны, в общем-то, сейчас очень внимательно следить за ситуацией, координировать свои действия с региональным министерством безопасности и, прежде всего, с Министерством чрезвычайной МЧС Российской Федерации. В общем-то, об этом мы поговорили, ну и традиционно я глав ориентирую на то, чтобы все-таки мы были требовательны к подрядчикам с точки зрения исполнения работ по качеству. По качеству это касается особенно дворовых территорий, детских площадок, ну и так далее. Ну и возвращаясь там, к первому вопросу, который вы задавали, мы говорим о том, что местные муниципальные команды, они будут оцениваться по тому, как они работают с бизнесом в части помощи по развитию этого бизнеса. Потому что, еще раз, наличие стабильной заработной платы и трудоустройства – это, наверное, основное для людей, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Спасибо вам. Напомним, у нас в гостях был губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Всего вам доброго. Ой, пистючок кез. Басакаш эдакшым басакаш. Это деревенский деликатес, татам дадано буденнес, пистик, коктеин или полевой хвошлан бедмассез, витаминнезен богатый турун. Сия лепта мортлыш иммунитет, дория, а витаминощень, суфтата вир и оцалович кэтныш алэмлыш, дамадик шогеттез. Тулусан пистик, эктен да заптана уна отир, и лишетер насы еще бытко ческа чоян. Вот сюда, вот это сюда такое обязательно земля. Вот это земля. Пистик сейчас кыджик кок насыктан. Сетон соку сунажик, а юрас сухо кыс. Пистик с печеньем они кызем сухой. Мне баба это керем ваяма, все кот пора чистита. А сон чечан, сон уже пирог изготовишь. О, я это ческит. Сын будет своим мачтам. Уже ештана, корня ештана, изуживали мы. Но они не сочам пистик, отжукет пистик с отден гориш вовви. Отден гориш. Ця же удобряйте мы свои поле, сани нема нос удобряйте. И урожай собой пистик с умальжик. Пельмени с керанани, супуана, холодильники замыждани, мачтам. Это
холодильника сова am тоже o duc sova în bancheză, una din. И тоже сечем свежее кыть, гвян, каджитван, видян, и такеран, и ся свежее тоже сечем же писику. Дуршлаг. И все. Маштинни, ну? Маштин. Готовни? Готов. Ну давай, сейчас горсовон там да пирог с керам коля. Вообще там куем блюдо, пирог с керама, пистиковая каша керам и блин с чуртауско пирога с керну. Тесто с пельмени керан чурта это он. Все. Все готовый он. Так, ечеме пистику с маштом, сечеме тако улколь тестеча окпу. Там сопук там. Пирог гора с ческыджик. Ся буде спыш, ся не вытик, вкусу совсем мадик. Пирогс. Газваса не, аджан это керана страпайтана пыжана пистикса. А ми ога пыжами Аж să piștic să goras уже керама. Будес витамины с чекотча. Будес вкусы, будес асвас. Посторонней сам. Лишница не могу пукта. Корыше се воснити какерам. А пиштик са уна пукта, чтобы потом. Любита уна путечна. Мия коласка чоя ма горси са том ме смиян чоя на жаритъмса. На жаритъм с глинча. Ну, советуйте не да шо аджан шойно, чтобы пожамвай, не жаритам. Ся ческыджик, ся пыша. Дырози кого раз видно. Ми каретиш пожаща да не отик подок шуйва. Горас пока пожаща, ся ме мадик партия барас костакера. Ме пирогас пароксо унажик пукта, чтобы тадин кърца ческыджик. А се aici, dar unii чувствуют мы это шоян, эти корышли мыли. И семья спит, и душа спит бедес. Сейчас каша пуем пистикоя, куем кольт пукта бекарас. Сейчас кишта это сам вот пистикса пукта. Вот все, готово, и печка готова, это не пироги с квашеным. Они керамы блин вами, куи мать блюдо сам. Питьевая сода, наугад буду стеча. Немножечко. Так, масло растительное, чтобы блин не быть кашевайся. Сейчас пистикса пуктам сеча. Блин, возьму на посниджик. Вот, пожалуйста, так чем. Миян, всякое са можно кернута. Экспериментеса. Миян, ческо турун бы на один поле вас. Попробуйте. Может, глянить постоянно рецепты. Апетис блиным. Трапайтим, да. Пирожок я на готовочников скажу. О, пожалуйста, мать. Все, готовилось. Сейчас молотишь там, не делаешь-то сам. Ой, это что нам пожалуйста. Ой, пожалуйста, шамбасак. Куем от блюда с быцем, готово уже все. Що я не збила з пісікової. Куїм блюдо, пісікова каша, блинниz, пирогыз. Это миян медбуршоян.